Жители дома по адресу Гагарина, 2 в столице бьют тревогу. В результате продолжительной течи в одной из квартир на 2-м этаже пустующие помещения этажом ниже превратились в ледяные пещеры. Между тем, жильцы неоднократно обращались к коммунальщикам, однако проблема до сих пор не решена. Репортаж Саргаланы Захаровой. Дом на Гагарина 2 практически ровесник Победы 45-го года. С тех пор он дал усадку, но до недавнего времени, по словам жильцов, был в неплохом состоянии. Проблемы начались 3 года назад. С 2012 года в доме произошла череда пожаров. Последний раз возгорание произошло в квартире на 1-м этаже. Пожар успешно потушили, но последствия оказались плачевными. Пустующую квартиру этажом выше полностью разобрали. А в конце января соседи обнаружили в ней течь. Неоднократные обращения в управляющую компанию устранить неполадки остались без ответа. Авиатор уже 2 месяца никак не может устранить течь здесь. Вся вода, горячая вода, это горячая вода, подача, идет все под дом. Сейчас ты не знаешь, что делать. Мне кажется, даже усиливание управляющая компания «Авиатор» дом хотят уничтожить. В управе округа хорошо знакомы с проблемами этого дома, но там не в силах помочь жильцам с ремонтом и устранением неполадок из-за того, что квартиры приватизированы. Единственное, что сделала управляющая компания на обращение управы, установила осенью деревянные чопики на местах течи. На сегодня получено письмо жилнадзора о том, что предписание авиатору, чтобы они все-таки провели там порядок. Сейчас они должны были, в принципе, с потеплением уже сделать это все. Но даже после предписания на сегодняшний момент времени надзорного органа, вот насколько я видела, ничего сделано не было. На недобросовестную работу компании жалуются и жители соседнего дома. Даже к ветерану труда, проживающие в нем уже более полувека, работники коммунального хозяйства не спешат на помощь. Ничего не делаете. Вот тот раз что-то сказала, надо. А это надо писать куда-то. Очень плохо живем. Плохо. Заметим, что спустя 2 месяца после обращения жильцов сантехники все-таки приехали. Но терпение жильцов уже лопнуло. Николай Бандеров собирается обратиться в прокуратуру. Если бы хозяйствующий орган вовремя устранил бы все неполадки, то конфликта можно было бы избежать. А сейчас жильцам остается лишь гадать, к чему приведет весеннее оттаивание всей этой наледи. Саргалана Захарова, Андрей Секритов, Иван Семенов, НВК «Саха», Якутск.